Это вечерние новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. И вот главные темы. Долгожданное событие. Жители села Намцы получили ключи от новых квартир. ГУП ЖКХ Якутии закупил спецтехнику для обращения с твердыми бытовыми отходами. Ее распределят по арктическим районам. 145 случаев коронавируса выявили в Якутии. Больше всего заболевших по-прежнему в столице. 5 миллиардов рублей дополнительно выделили для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Холод этой зимой добрался и до Южной Якутии. Как люди адаптируются к таким условиям? И как переносят суровые якутские морозы павлины, расскажем в этом выпуске. Новоселье отмечает одна из самых перегруженных школ Якутска. Сегодня торжественно открыли пристрой к школе номер 31. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко и глава республики Айсен Николаев. Трехэтажный объект рассчитан на обучение 315 детей. Это ученики основных и старших классов. На первом этаже располагаются читальный зал, библиотеки с хранилищем на 30 тысяч книг, учебная мастерская для уроков по технологии. На втором этаже учебная аудитория, отдельный кабинет физики со своей лабораторией, мастерская по домоводству, спортивный зал и даже настоящий стрелковый тир. Такой подход к увеличению площади школы отметил и Дмитрий Глушко. В рамках нацпроекта образования действительно строится достаточно большое количество объектов в целом по стране. И очень важно, я хочу отметить, что Айсен Сергеевич обозначил здесь интересный очень подход. Он, на мой взгляд, очень правильный и рациональный, потому что расширение площадей данного образовательного учреждения в территории, где живет достаточно большое количество населения, крайне важно, потому что это повышает качество образования. Действительно, особенно в условиях пандемии, нам очень важно, чтобы количество учеников в классе не было избыточным, да, и поэтому крайне важно создавать условия комфортные как для обучения учащихся, так и для работы педагогов. Ключи от новых квартир сегодня получили жители села Намцы в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. В радостном событии принял участие глава региона Айсен Николаев. По сообщению администрации Наслега, сейчас в Намцах аварийными признаны 38 жилых домов. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Данил Иннокентьевич получает ключи от новой квартиры. Еще с 90-х они с семьей жили в доме 60-х годов постройки. Он рассказывает, что несколько раз здание затапливало во время паводка. А в 2014 году дом признали аварийным. Ждали новый дом, считай, около 20 лет. И, наконец, наступил тот радостный день, когда мы получаем ключи от новой квартиры. Отдельная туалет, бойлер, можно, хоть когда горячая, теплая вода, все благоустроенное, полностью благоустроенное, с балконом. Еще одна счастливая обладательница новой квартиры Лена Васильевна узнала об этом в 2018 году, когда ей позвонили из наследной администрации. Говорит, что те эмоции сложно передать словами, так как ждали этого очень долго. Такой, знаете, радостный самый момент, когда люди действительно не то что обретают действительно надежду. Надежду на новое жилье, на новое комфортабельное жилье, как говорится, на новые хорошие жилищные условия. По сообщению местной администрации, в 2013-2017 годах по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья в селе Намцы были расселены 4 ветхих дома и построены 6 каменных. Сегодня здесь завершили строительство еще 3 многоквартирок. С нами работают, уже сколько, уже 10-й каменный дом будет, это с 2013 года начиная. Еще такие дома до 25 года. Весь этот квартал, Октябрьская, Ленина, они будут, все каменные дома будут, застроены. Подарок новоселам застройщик установил в каждой квартире кухонный гарнитур, печки и прихожие. Все квартиры полностью сделаны под ключ. Это отметил и глава региона Айсен Николаев. Очень интересное новшество. Ну и в целом еще раз хочу сказать, что это новый стандарт для строительства многоквартирных домов у нас на селе. Уверен, что
дома, которые строятся не только в рамках расселения жителей из аварийного жилья, но и в рамках других государственных программ у нас сельской местности должны быть высокого качества, ничем не уступать городским квартирам. И вот как раз в Намцах такой проект удалось реализовать. И хорошо, что и район, и поселковая администрация, и подрядчики не собираются останавливаться. Сейчас уже идет речь о дальнейшем расширении, будет большая квартальная застройка. На сегодняшний день в селе Намцы 38 аварийных жилых домов. В них проживают около 1500 человек. По информации администрации Наслега, все они должны быть расселены уже к 2025 году. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Намский улус. ГУП ЖКХ Якутии закупил спецтехнику для обращения с твердыми бытовыми отходами. Ее распределят по арктическим районам. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров осмотрел новые машины и узнал, смогут ли они выдержать якутские морозы. Сергей – водитель со стажем. Именно ему в декабре вручили ключи от новенького мусоровоза. С тех пор техника прошла тестовый запуск и сегодня уже ездит по городу. По словам водителя, машина показывает себя в наших суровых условиях весьма хорошо. Автомобиль показал себя очень достойно. В кабине автомобиля тепло. Все равно требовались некоторые доработки. Потому что данные машины, они считаются более-менее как индивидуальными. При этом у новой спецтехники обновлены двигатели, что очень отрадно. Ведь якутские морозы – это действительно испытание, даже для металла. В данном автомобиле, если сравнивать более старыми предыдущими моделями, они были на бензиновых двигателях. Сейчас тут установлен хороший двигатель дизель 4-цилиндровый. Гидравлика стала более-менее как-то лучше выдерживать морозы, чем предыдущие модели автомобиля. И в кабине комфортабельно. Тогда в декабре прошлого года ГУП ЖКХ передали 12 ключей от новых машин. И вот уже очередное пополнение. Наше предприятие получило субсидию в размере 323 миллионов рублей на приобретение спецтехники коммунального назначения именно для вывоза твердых коммунальных отходов. Нами заключен был договор, приобретена техника в количестве 51 единицы. 33 единицы техники будут направлены у нас, и их предназначение для арктических северных районов, где ГУП жилищно-коммунального хозяйства является региональным оператором, и 18 единиц техники будут, доработать в городе Якутске. До закрытия автозимников новую спецтехнику должны получить все арктические филиалы ГУП ЖКХ. Полученную сегодня начнут доставлять уже со следующего месяца. Первая партия специализированной техники в количестве 4 единиц у нас поедет в Жиганский филиал ГУП ЖКХ. И далее до закрытия автозимника вся специализированная техника, которая должна была быть направлена у нас в арктическую зону, они до конца марта этого года будут на местах. Пока же вся спецтехника проходит оформление документов и техническую сертификацию в региональном ГИБДД. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Теперь к последним данным по коронавирусу в Якутии. За минувшие сутки в регионе выявили 145 новых случаев заражения COVID-19. Это данные регионального оперштаба. В Якутске заболели 48 человек. Среди районов больше всего новых случаев в Мирнинском – 24. В Алданском районе 14 диагнозов, в Мегино-Кангаласском – 11, в Нюрнгринском – 9, в Ленском – 8, в Жиганском – 6, в Нижнеколымском и Татинском районах выявили по 5 заболевших. Еще в 8 районах от 1 до 4 случаев инфицирования. За сутки провакцинировано 884 человека. Соответственно, будем наращивать и темпы вакцинации, так как запись сегодня есть практически во всех поликлиниках, как города Якутска, так и в центральных районных больницах ведется соответствующая запись. Необходимо обратить внимание, что поликлиники будут работать на повышенном, соответственно, на удлиненном графике работы, и в том числе работать будут в выходные праздники. На этой неделе министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев работал в Южной Якутии. В Алданском и Нюрнгринском районах он обсудил целый комплекс экологических проблем, встретился с жителями и общественными организациями районов. Подробности в материале Ульяны Шагиной.
Рабочая поездка Сахамина Афанасьева началась в начале недели с Алданского района. Основной целью поездки стала проработка вопросов, направленных на стабилизацию радоновой обстановки в районе. Норма по радону выдерживается, но по водозабору проблема существенная, ее надо решать комплексно. То есть проводить изыскательские работы, проектно-сметную документацию готовить и включаться в федеральную целевую программу по чистой воде. Вопросы экологии будут проработаны при строительстве Томодского рыбоводного завода. Соглашение о таком намерении подписали региональное министерство экологии и акционерное общество «Железные дороги Якутии». В частности, научную составляющую здесь возьмет на себя Министерство экологии региона, а строительство и производство – частные инвесторы. Это будет второй подобный завод на территории республики. Директор завода и замминистра должны посетить Красноярский край, посмотреть, как там все это разводится, для того, чтобы начать в этом году, я думаю, мы начнем, там 2 вопроса у нас по изучению, скажем, ресурсов и 1 начало проектирования, возможно, какие-то подготовительные работы с точки зрения землеотвода, тех условий и так далее. Между тем, в Нерингринском районе обсуждены вопросы экологического состояния района и факты загрязнения водных объектов в зоне деятельности угледобывающих компаний «Якутуголь» и «Колмар», в частности, в поселке Чульман. Для проработки этих вопросов в районе работает постоянно действующая комиссия по снижению проблем негативного воздействия на окружающую среду района. На этой площадке общественность может задать вопросы нашим крупнейшим хозяйствующим субъектам, что делается. И они начали вести открытую политику, это очень радует, информационную политику, и начали рассказывать о текущем состоянии дел и рассказывать о планах, что они будут делать. Экологические вопросы были обсуждены и во время встречи с жителями Иенгры. Не остались в стороне вопросы оплаты налога за земли по охотсоглашениям. Иенгринцы предложили внести рассрочку по оплате. За исполнением этих и других обсужденных вопросов будет следить специально созданная комиссия с участием экологов, представителей власти и контролирующих органов. Ульяна Шагина, Руслан Павлов, Ирина Кичигина, Алдан, Нерингри, Якутск. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в итоговых новостях. 5 миллиардов рублей дополнительно выделили для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Холод этой зимой добрался и до Южной Якутии. Как люди адаптируются к таким условиям? И как переносят суровые якутские морозы павлины, расскажем в этом выпуске. Это итоги дня, мы продолжаем выпуск. Цены на продукты в прошлом году превысили уровень инфляции. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что цены на продовольственные товары выросли больше инфляции и предложил подробно рассмотреть тему позже с учетом итогов января. Путин отметил, что глубина экономического спада в России оказалась меньше, чем в большинстве стран. При этом президент подчеркнул высокий уровень безработицы в стране и поручил правительству добиться полного восстановления рынка труда к концу года. Кроме того, Владимир Путин объявил об еще одной задаче – выйти к концу десятилетия на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. Вместе с тем глава государства озвучил и существующие проблемы в этой отрасли. Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья. Существенно растут цены на недвижимость. Не хватает доступных вариантов квартир. И в этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. Между тем, завышение цен на фрукты и овощи в Якутии может стать основанием для привлечения к ответственности и наложению штрафов. Они входят в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому стоимость овощей и фруктов должна контролироваться муниципальными органами. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал Айсен Николаев. Глава Якутии уточнил, что если будут замечены серьезные завышения цен, то можно написать заявление в администрацию, чтобы те проверили торговые надбавки. Если муниципальные власти не реагируют, то можно жаловаться в прокуратуру.
5 миллиардов рублей дополнительно выделили для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Как отметил российский премьер Михаил Мишустин, в прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока. Благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей. Отмечается, что в перечень субсидируемых направлений войдут порядка 20 маршрутов с территории ДВФО в европейскую часть России и в обратном направлении. В селе Потома Ленского района продолжается строительство нового молочного цеха с сыроварней. Он будет больше прежнего в 13 раз. Расширится и ассортимент молочной продукции. Светлана Балеева продолжит тему. Предприятие «Арман» работает ударными темпами. Строительство молочного цеха с сыроварней началось в конце прошлого года. Закончить его, по словам главного инженера предприятия, планируется через 2 месяца. Ведется монтаж системы отопления. И по окончанию будут вестись работы по электромонтажным работам и вентиляции. И по ходу будет вести подготовка работ под заливку полов. Напомним, что сегодня предприятие располагается в небольшом помещении, площадь которого 45 квадратных метров, что не позволяет Батамайскому выйти на новый уровень производства. Больше продукции выпускать не можем. Старый цех у нас расположен в приспособленном здании, где очень неудобно работать, где не соблюдается поточность молока, поэтому люди, наши работники, прилагают максимум усилий, много очень ручного труда. И получается, оборудование мы еще давно получали старое оборудование от Ленского молокозавода, поэтому вот оборудование то и дело каждый день выходит из строя. Новый цех будет больше прежнего в 13 раз. С его введением в эксплуатацию продуктовая линейка ООО «Батамайская» увеличится до 17 видов молочной продукции. Кроме того, предприятие начнет выпускать сыр. Наша традиционная продукция будет молоко, кефир, йогурт, сливки, сметана. Кроме этого, запускаем новую линейку. Это такие, как варенец, ряженка, плюс еще 3 вида сыров. Сегодня у предприятия 200 дойных коров с молодняком, 560 голов крупного рогатого скота. Ежедневный надой – 1,5 тонны. Каждое утро из парного молока на предприятии изготавливается свежая партия продукции. В день выпускаем йогурта около 240 бутылок по 0,5 объемом. Кефира у нас получается, если объем 230, естественно, у нас выходит 240-250 бутылок в день. Сразу же мы его реализуем, он у нас не стоит. Молока пускаем 700-600 литров в день. Творог у нас, если так в среднем взять, каждый день выходит на отправку 90 килограмм в среднем. Сливок, если брать в литрах, литров, наверное, по 30, по 40. Каждый день. Помимо молочной продукции, предприятие ежедневно поставляет населению 170 килограмм свежего мяса. Вся выпускаемая продукция проходит через лабораторные исследования и только после этого поступает на прилавок фирменного магазина, где уже через пару часов раскупается. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Аномальное похолодание прогнозируют с 23 по 26 января в Якутске. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся ниже климатической нормы на 7 и более градусов. В ближайшие сутки в столице республики преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха ночью минус 51, минус 53, днем минус 49, минус 51. Холод этой зимой добрался и до Южной Якутии. Северный ледяной ветер, морозы под минус 50. А кому-то приходится еще и работать в таких условиях на улице. Наши корреспонденты встретились с рабочими и узнали, как сохранить тепло в душе, обеспечивая жизнедеятельность района в суровые морозы. Мы давно привыкли пользоваться бытовыми благами цивилизации – вода, газ, канализация. А по-настоящему начинаем ценить эти удобства только тогда, когда что-то ломается. Тогда возникает необходимость в услугах квалифицированного рабочего. Нам на помощь приходит слесарь-сантехник. Он выявит причины неисправностей и устранит аварию. Я работаю свыше 27 лет по канализационной системе ЭКС. Проводим, чтобы у людей уходили стоки, чтобы ничего не засорялось у нас. Обеспечивая работу городских тепловых и водоканализационных сетей, труд слесаря сопряжен с множеством рисков и большой ответственностью. Работать часто приходится на открытом воздухе, и неважно, какой на улице мороз.
Ну как у нас получается, мы исправляемся. Вот такая вот у нас работа. Сами видите, на морозе нам выдают спецодежду. Привыкаешь. Люди тоже живут здесь, спасаем. А главный инженер Горводоканала Евгений Холод сегодня находится в тепле. Он курирует работу всей бригады. Кстати, старинная славянская фамилия ему досталась от предков, выходцев одноименной деревушки на Украине. Я же не сразу главным инженером стал. И на этом предприятии это у меня 4-я должность. Работал начальником цеха ремонтного, на улице работали. И сутками, и по 3 суток работали на морозе. Поэтому как бы это мне знакомо. Зима очень тяжелый период для предприятия. Но так как у нас работает команда профессионалов на линии, проходим без аварийно. Да, зимой мало у кого есть желание долго находиться на улице. Люди стараются быстрее добраться до дома или офиса. А есть те, для кого улица – это и есть место работы. Под открытым небом также ежедневно трудятся дворники, грузчики и люди других, незаменимых для нашего комфорта и жизнеобеспечения профессий. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. А как переносят суровые якутские морозы самые экзотические обитатели парка «Живые алмазы» в Мирнинском районе, расскажет Роман Муконин. Морозы нашу съемочную группу не пугают. На улице минус 47, а мы приехали в «Живые алмазы». Важно проверить, как в парке зимуют павлины. Ведь птица-то экзотическая, но оказывается только на вид. На самом же деле пернатые принадлежат к отряду курообразных. И повадками от домашней птицы, по словам сотрудников парка, особо не отличаются. Видимо, поэтому и живут в вольерах вместе с курами и питаются тем же. Основная пища – салаты. Каждый день свежий салат. Капуста, морковь, свекла, семечки, нежаренные и перловка. Ну, естественно, вода. Салаты в оптовых базах заказываем, берем. Деньги по договору сразу компания нам деньги выделяет. Они у вас зимой шикуют? Шикуют. Не каждому же каждый день свежие салаты будут на стол подавать. Пока павлины шикуют, неизвестные пишут про них фейковые новости. На днях по мессенджерам среди мирнинцев распространили сообщения. Птицы, мол, в вольерах живут как селедки, погибают и никому до них нет дела. Но реальность совсем другая. За 6 лет павлины так освоились в парке, что в июле на месяц уходят в тайгу гнездиться, а в августе возвращаются в парк обратно с потомством, которое уже не раз раздавали в учреждения соседних районов. Сразу 3 птиц отправили в живой уголок Тайбахойского музея. Сотрудники хвастают павлинами в своем инстаграме. В парке «Живые алмазы» хвостатые красавцы занимают 3 просторных вольера. В них и зимой температура больше 20 градусов тепла. Как раз подходит для павлинов, хоть цветных, хоть белых. Когда таких птиц видишь, сразу рождается вопрос. Им просто не повезло с окрасом или они альбиносы? Нет, это не альбиносы, вид такой. А как вот цветные и белые взаимодействуют? Они не агрессируют? Ну, вот этот белый самец, он какой-то боевой, агрессивный, он всех гоняет, поэтому вот отдельно сами живут. Вся эта история еще раз показала, не всему в социальных сетях нужно верить. А если верить все же хочется, то лучше убедиться лично. И это, кстати, может сделать каждый. Парк «Живые алмазы» принимает посетителей ежедневно, без выходных, с 10 до 20 часов. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.